Я хочу сказать, это первый проект, это Виталия Климовича Коваленко, Lastmaker. Это работа, связанная с цифровизацией карьеров добывающих предприятий. Самые ведущие карьеры Российской Федерации, самые мощные. Эту разработку принимают и с удовольствием работают в этом с нами направлении. Работы, которые ведутся по Валерию Михайловичу Лелевкиным, это по покрытию, например, стелс, это невидимки, это они разработали покрытие, которое не дает радарным станциям усекать вот самолеты, которые покрыты вот таким-то вот составом. У нас 92 кафедры. Хотелось бы, чтобы наукой занимались, хотя бы 30%. В отдаленных районах нашей республики все-таки есть какое-то ослабление в плане изучения русского языка. Мы должны, это институты, целый университет, оказывать помощь нашим коллегам, русистам, которые там работают. Это для нас тоже очень и очень важно. Без науки, коллеги, университета не может быть. И мы должны все сделать, чтобы наука в нашем университете была на высоте. Я хочу представить слово Виктору Алексеевичу Харченко. Это посольство Российской Федерации в Киргизской Республике. Добрый день, уважаемые коллеги. Примите наши поздравления с Днем российской науки. Мы сегодня являемся свидетелем того, что сфера высшего образования стала областью такой довольно жесткой конкуренции. Посольство все эти годы активно поддерживает все начинания Славянского университета. Мы активно работаем со всеми заинтересованными российскими министерствами и ведомствами. Я хочу заметить, что у нас, у посольства Российской Федерации, очень давние тесные контакты, сотрудничество с Киргизско-Российским славянским университетом. Как вы понимаете, сфера высшего образования в последнее время стала такой областью конкурентной борьбы, и поэтому каждый вуз стремится сохранить свое лидирующее место в образовательном пространстве той или иной страны, привлечь как можно больше студентов. Но несмотря на проблемы, которые объективно возникают у любого вуза, все равно количество желающих учиться в Славянском университете, оно остается или постоянным, или растет. Много девчат хотят получить диплом Киргизско-Российского славянского университета. НКЦ неоднократно привлекался к работе по программе в качестве эксперта в области научно-технологического и экономического развития. НКЦ совместно с другими национальными разработчиками от Кыргызской республики будет и дальше активно принимать участие в реализации межгосударственной программы. Цель и модели развития университета, конечно же, у нас на приоритетах какое-то сохранение русского языка и развитие его не в цифровом пространстве на международном уровне. Наш вуз единственный на сегодняшний день в Кыргызстане, который имеет доступ к ядру российского индекса научного цитирования и так далее.